Давно не виделись. Всем привет. Не будем вдаваться в долгие прелюдии. Нахожусь в аэропорту города Якутск. Тут продают шапочки всякие и тому подобное. Значит, поступил заказик. Люди хотели взять машину с аукциона Японии. Мы ее взяли. И, соответственно, я сейчас лечу во Владивосток под заказ. Машина идет Якутск-Нерюнгри. Далее я поеду. Впрочем, посмотрим дальше на видео, как все это происходило. Народ, все, я на месте, приехал. Завтра будут дела. Сегодня в хостел. Кстати, в Артеме снял хостел. Сейчас посмотрю, какой. Засниму попозже. Доброго утра. Сегодня так прохладненько. Градусов 14 уже. Забыл я снять номер. Ладно, ничего. Все есть. Телевизор, кровать, душик. Все хорошо. Все, я иду на остановку и поехал во Владивосток. Приехал я во Владивосток, на второй речке, район автовокзала. Решил пообедать, покажу. 8 минут, кто был, в принципе, в этой столовой. Недорого, вкусно, питательно. Вот. Тут идет полная реконструкция. Тут отсыпают. Давно я здесь не был, уже может года 2. Что-то отсыпают, делают. Модно, стильно, молодежно. Все, я приехал на автобусе. В принципе, да, не торопишься, можно и на автобусах. Тут везде автобусы ходят. 40 рублей. Там 40-45 примерно. На Днепровскую вот я приехал. Я помню, вот это вот на шампурах ларечек. Сейчас. Вот тут вот я когда обедал. В принципе, неплохо. Вот там заправка Днепровская, кто знает. А вот такие вот тачки модные стоят, броневики, болотоходы. Дальше иду. Вот это Днепровская рабочая улица. Тут отгружают всякие грузы, автомобили, фирмы, запчасти. Все есть. Сегодня холодно, ветрено. А вчера я приехал, было тепло. Ну, вроде бы подошел на фирму. Это бетонный завод. Там море. Ой. Так, стоянки. Вот она, машина. Сейчас буду смотреть немножко. 20-й год, 14 тысяч пробег, передний привод, 1 880 000, комплектация Z. Сонары, 2 сонара, туманки, подкрыльники. Так, что с резиной? Ну и сейчас резина нормальная, но немножко вот такие вот у них присутствуют вещи. А это на всех такая тема сейчас на свежих тачках. 215 50 18 размер, Dunlop. Оценка 4,5 или даже 5 12 месяц 2020 года машина. Не, резина жирная. Жир, как говорится. Что тут еще? Задние сонары есть. Ну вот, в принципе,
Так, что тут у нас еще? Такие вот функции. Салоны у них у всех вот такие вот. Ярис Кросс. Так, это под японские номера. Фильтр воздушный там. Аукционный лист 5А. Видно, нет? 5А. Номер лота, кто хочет проверить. Купили на 3-й день торгов. Пробег 13401. Есть электронный аукционник. Кожаный руль, не затертый, ничего. Салон чистый. Может быть, даже японец не пукал. Кто знает. Салон сзади для изофикса, для детского кресла. Салон раскладывается вот так вот. Резиночки, все хорошо здесь, не порепано. Задняя дверь открывается вручную. Нету здесь электроподъема. Полочки. Культурненько так сделано, в принципе. Так, вот этой почему-то нету. А вот здесь вот домкрат. Так. Так, полочку поднял. Тут еще полноценное запасное колесо, баллонник, все дела. Не зашарканное ничего, все хорошо здесь. Подсветка, прикуриватель. Ну, такой вместительный багажник достаточно. Машина обслуживалась, отполирована была когда-то, побрита, помыта, резиночки целые, полики. Так, это что у нас? Какие-то модные какие-то гайки. Не знаю для чего, для номера. Так, ну в принципе, так, водительское сиденье, сторона водителя. Так, там что-то лежит, пластик какой-то. Сейчас проверим, что это. Так, так, включил зажигание. Завести, попробовать. Давайте заведем. Все, машина завелась. USB, подогрева передних сидений, зарядники. Так, сейчас проверим немножко, что тут творится, происходит. Говорится, все целое, резиночки, состояние нового автомобиля. И это все Япония, как говорится. Что там дальше у нас? Тут тоже все целое, прям радостно, все радостно. Масло сейчас проверим, капотное пространство. Моторчик шепчет. Это система EGR, я так понимаю. Детский такой аккумулятор. 38 ампер. Я так понял, можно сюда и больше поставить. Работает как часик. Ребята, наконец-то я забираю машину с фирмы. Организовали движение, так сказать, люди с Нерюнгри, я сам с Якутска. Естественно, за денежку, вот, через фирму доверенную. Хотите заказывать, хотите нет, я покажу, что за фирма. Фирм очень много разных во Владивостоке, есть которые серьезные, есть несерьезные, поэтому никому ничего рекламировать не буду, просто покажу, где я брал именно. 200 рублей в сутки.
Никто подарки делать, соответственно, не будет, потому что тоже люди тут арендуют. Мотоциклы кто-то заказал. Японские. Виталя, тебе, наверное, будет интересно. И тут посерьезнее такой байк. Я даже не знаю, тут какие-то маленькие все. Ну вот. Что за фирма, даже я тут не вижу. Не вижу, что за фирма. Такие мотики. Китайцы заказывают, вот Джили из Китая и тому подобное. Техника. Вот это вся стоянка фирмы. Сейчас покажу Хонду. Праворульную. Так, как она? Везель. Есть такие, сейчас, по-моему, они только на вариаторе. Утверждать пока не буду, не изучал вопрос сильно. Это электричка гибридная, тоже гибридная машина. Вот. Такие дела. Говорит, не очень машины, кто-то говорит нормальный. Надо изучать вопрос. А это Honda Civic, модная какая-то тачка. Я бы, в принципе, хотел такой себе. Honda. Такая модная машина. Вот Suzuki Swift Sport тоже. Вот, зашел в офис фирмы. Сейчас покажу, как тут все устроено. Заходишь, тут для людей конфетка, кому там чай, кофе. Менеджеры сидят, руководитель работает. Ну, сидят, работают, я имею в виду. Все работают. Смотри, новый контент снимают. Вот снимают новый контент для Ютуба. Все будет на каналах. Это вот число купленных автомобилей по месяцам, по годам. Кому интересно, подписывайтесь на канал, на мой канал. Кому не интересно, не подписывайтесь, просто смотрите, пишите комментарии, негативные, положительные. Все рассмотрю, посмотрю. Всем удачи. Сейчас иду на стоянку, забираю автомобиль, колесики и поеду дальше. Все, документы отдали, хотя я не ожидал их сегодня получить. Иду машину, прогреваю и за резиной. Такие машины также заказывают. Это, скорее всего, скорее машина. Что там есть? Ну, Ford. Про него ничего говорить не буду, я не знаю. Вот такой большой джип Limited Explorer. Здоровый такой. Низковатый, правда. Но он, правда, еще вот колесики в ямке стоят, поэтому низковатый. Так. Kia Mojave. Это что? Не знаю. Полисад. Наверное. Мерин леворульный. Рено леворульная. Такие тачки. Так, у нас Реворк, Королла, праворульный Volkswagen, универсалка, Шаран, Volkswagen. Подойти посмотреть, что там происходит, как говорится. Кожаный салон, кожаный руль, Алькантара. Выглядит, в принципе, неплохо. Поэтому его сейчас очень часто и берут люди с Японии. Это у нас что, Тигуан, наверное. Ветер сегодня. Да, Тигуан. Ну, тоже, соответственно, кожаный салон, правый руль. Toyota, Wish. Mazda. И вот он, красавчик Ярис Кросс наш. Так, неудобно одной рукой снимать, второй показывать щуп. Так, полный уровень.
Я уже протер его. Так, показываю, что это за планка. Это, оказывается, планка номера рамы кузова. Вот так вот. Что не на всех свежих Тойотах я знаю, где вот это вот все находится. Так вот сейчас ставлю, и все будет хорошо. Сразу, значит, что могу сказать. Крылья пластик. Но это уже современные тенденции автомобилестроения. Тем более машина не премиум класса, никакой там. Ну, как-то так. Берегите крылья, как говорится, пластиковые. Остальное металл идет. Вот так вот LED. Туманочки смотрятся. Ну это ходовые огни. Туманки можно сюда приколбасить, нельзя, я не знаю точно. Все что угодно, по сути, можно приколбасить. Что обнаружил тут? Собачки отдыхают тут, накопали траншей. Молодцы какие. О! Все, погнали. Все, отъехал, еду по Днепровской. Сейчас поеду на Снеговую, заеду кое-что купить для своей машинки на Корону Премия. И по объездной в Находку, там я нашел резину дешевле, чем во Владивостоке. Вот такие дела. Машина идет отлично. Через 250 метров поверните направо. Через 250 метров направо. Виды Владивостока. Но они не такие прям рабочие. Это просто не центр города, как говорится. Сегодня погодка такая себе. Вот этот Мерседес тут исполняет капец вещи непонятные. Тут поворотка у меня, а он тут всех подрезает. Молодец какой. Передвигаюсь по Снеговой, в магазинчик еду. Она постоянно тут загруженная, эта улица, так что старайтесь ее объезжать. Никто ее не любит, но других вариантов нету. Поэтому как-то так. Редкость, но можно увидеть во Владивостоке вот такие тачки. Веста, Лада Веста, 33-й регион, я даже не знаю, что это за регион. Короче, пробка была зверская. Приехал на авторазборку. Люблю я эти авторазборки всякие, хоть бы тут жил бы, наверное. Вот машина. Человек вроде ушел там, сейчас поищет, вот, подошел. Ходить не буду близко, тут собаки тут сторожат, они тут до 5 часов добрые, а потом они начинают становиться злыми. Такая вот тачка, обнаружил я в Приморском крае, город Владивосток. Такая бодрячком, аппарат. Вот так на меня смотрит недружелюбным взглядом. А не снимаю, это не снимаю. Так, у ребят попросил коврик от Спасио, чтобы было приятнее, как говорится, ехать. Не стесняйтесь что-нибудь, просите. Есть еще добрые люди на этом свете, как говорится. Вот такие агрегаты тут стоят, всякие непонятные гоночные тачки. Владивосток растет, развивается, строятся большие дома. Размеры, конечно, здоровенные. Все, это еду на выезд из Владивостока, еду в Находку. Там надо будет резину прикупить. Специально для вас, зрители мои, это Шамара. Там у нас что есть? Там пляжики, но сейчас никого, естественно, нету, холодно. Там вдалеке у нас корабли стоят. Скала.
Все, погнали дальше. Так, ну это новая трасса в обход Шкотова. Довольно-таки хорошо сокращает путь. Вот это море. Здесь вот так вот море. Машина, кстати, очень хорошо набирает обороты. Вон какая Маджеста идет. Видно, нет. Вот она впереди. Вот она. Всем привет, доброго утра. Повезло мне в находке снять такой номер приличный. Сейчас скажу сколько. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8, 9 на 10 мест. Вот такой вот номер. Чай, кофе, ванная комната. Чистенько, не воняет ничего. Пол чистый. Я здесь один. И все это за 1000 рублей за ночь. И вот такой вид из окна. Кто знает, это авторынок. Вид на город Находку. Ну и, соответственно, вид на море. Вон там гора. Все, пойду поищу резину на машину. Немножко отдохну сегодня. И завтра с утра поеду в дорогу. Внутри все приличненько, мрамор, премиум, как говорится. Так вот все выглядит. Так вот называется. Тут и развал делают, и шиномонтажки. Гостиница, хостел. Кому надо, обращайтесь. Мне понравилось. Ребята, кто интересуется экспериментами с шинами, изменение размеров и так далее, смотрим. Здесь вообще родная резина. Вот 215, 50, 18. И еще 16 есть какая-то. Вот. Я купил сюда 225, 50, 18. Она по шинному калькулятору 5 миллиметров. Я колеса покрутил, там расстояние все есть. При повороте колеса переднего тоже место есть, куда задевать не должно. Еще те, кто торгует резиной, говорят, подъезжала тоже такая же машина, ставили 215, 55, 18. Якобы тоже нормально. Так что кто хочет себе поставить повыше ставят в тех регионах, где дорога не очень, таких как Якутия, например. Ну, 215, 50 тоже будет нормально. Я упаковывать, значит, в целлофановые пакеты и вот эти вот полики, которые я вчера взял, вот так вот сделаю. Вроде как заходит. Сейчас я попробую и дальше покажу. Так, упаковал я резину. Как видно, нет? Вот так все это будет происходить. Вроде бы не болтается, но потом, если что, подкорректирую все это дело, что-нибудь подложу. Может, какую-то тряпочку возьму, не знаю пока. Буду думать.
Автостоянка в Находке. Я вот первый раз в жизни увидел такие находки-то, я часто бываю. Но вот от островов автобусов крытый, типа крытый гараж такой модный. Я вижу впервые. Интересно. Раз, то вот так вот. Второй. Старые автобусы вот так вот делают себе стояночное место. И вот так тоже делают. Сейчас вот вечером подъедет человек, поставит свою машину от дождя, типа закрыл. Так вот. Такие вот стихийные стояночки здесь везде практически. Вот еще такая тачка. Это что, Целика, да? Или что это? Что за тачка-то? Целика, по-моему, да? Или Супра старая, я Или не Супра, знаю. или Целика. Тапки. На стоянке стоит. Они ее потихо собирают. Еще фары, которые глаза выкатываются. Они... Ну, наверное, крашеная, но не суть, короче. Что там у него салон? Не видать. Всем доброе утро, воскресенье. 7:30 вроде как. Все, я погнал домой. Меня котейка. Иди сюда. Ой, какой с колокольчиком, такой модный какой-то котейка. Все. Сейчас в магазин заеду, пару бананов куплю в дорогу, да, это дальше. Выезжаем, когда с Находки тут по трассе до основного потока, как говорится, производятся работы, замена, ремонт моста, расширение кое-где дорожного полотна. Ну, в общем, работа идет постоянно, каждый раз, когда едешь, что-то постоянно меняется, где-то что-то делают. Да, проехал, сколько я уже, 300-400 с чем-то километров. Так. Ласточка за Спаском. Здесь есть рынок, продают торн, мед, арбузы и так далее. Можно перекусить, кто хочет, в Ласточке. В принципе, да, нормально кормят, но мне кажется, там дороговато. Сейчас буду обклеиваться немножко. Вот эту часть, так вот середину обклею. Такой вот у меня материал. Вот такой изолента вот такая вот. Я никогда не буду клеить поролоном и тому подобное, потому что я новым вот этим всем не привык. И да, мне кажется, что это не то пальто. Допустим, дождь морду всю обклеил поролоном. Ну хорошо, там все обмотал, да, согласен. Потом начинается дождь. Вот. И вот эта вся мокрая масса тяжелая нависает. Где-то грязи хапнул, где-то там какой-то попал маленький камешек на капот и полетели. И абразивка начинает образовываться. Ну, кто-то может, конечно, со мной поспорить, сказать, что я не прав. Ну, может быть, я не прав. Что, смотрим, что получилось у нас. Полморды заклеил. Тойоту заклеил, чтобы комары потом не выскребать оттуда. Вот так вот. Так вот все это выглядит. Сонары, естественно, оставил. Старожилы говорят, что помогает. Я тоже говорю, но это не точно. От камней ничего мы не можем предвидеть. Попадет нам большой камень, кирпич. От лома точно не поможет ничего. Так вот. Хоть как-то минимизировать опасные факторы в виде камней и тому подобное. Все, подъезжаем, Хабаровский край.
граница. Дальше Пекин. Там я заправлюсь. Сниму немного там, как выглядит заправка. Это Роснефть. Пекин 21 километр. Есть кафешка. Я здесь ни разу не ел. Ни разу. Не знаю почему. Но не ел. Заправка на Пекине, Роснефть. Так все выглядит. Я тут постоянно заправляюсь. А тут еще и заправка. Я тут в прошлый раз видел мужичок скорее, как он гнал его, я не знаю, может он местный. Я спросил, говорю, леворульный Nissan Note E-Power. Вот так вот выглядит. Не знаю, сколько по времени заправлять, заряжаться. Но, тем не менее, мужик, то ли он действительно ехал сам, то ли что, не знаю. То ли он местный. Кстати, хотел сказать, что вот этот коврик от Спаси, вот он такой мягкий, прям удобный. Можно босиком на нем. Мягенький, такой классный вообще. Вяземский. Хотелось бы рассказать немного о функциях этой машины. Здесь очень много электроники. В принципе, будет интересно, потому что я как бы тоже не ожидал, что здесь будет столько всего. Ну, самые основные это что у нас? Круиз-контроль, бортовой компьютер показывает расход топлива, предотвращение столкновения с спереди идущим транспортом, это при круиз-контроле. Соответственно, передний парктроник, задний парктроник, уход с полосы, левая полоса, правая полоса, подруливание в потоке. Я так понял, что свыше 40 км в час, пока такая вот у меня информация, что на себе испытал. Вот. Расход в данный момент, сейчас нет, 6,6 на 100 километров. Моим органолептическим чувством я понял, что здесь бак 40 литров примерно. У меня, потому что в Короне 60 литров бак. В принципе, я заправился на Пекине сейчас и планирую на Николаевке заправиться. Это в Еврейке за мостом. Так, ну примерно вот одно деление у меня остается. Это я вот, например, заправляюсь, заезжаю на заправку, и это будет 26 литров у меня с одним делением. Ну, соответственно, там еще литров 14, ну, да, наверное, где-то 40 литров примерно. Ну, далее вечером покажу, что еще там, какие подсветки есть, потому что я еще сам как бы тоже. Музыка здесь отличная. И всегда вот ищу, сейчас покажу. Вот здесь вот обычно вот ручки здесь находятся. Я постоянно, когда вылажу, хочу вот тут что-то, какую-то ручку открыть. А она, вот она здесь. Видите, ручка здесь находится. И также и клавиши управления. Еще пока непривычно. Непривычно все это. Хабаровск. Солнце так красиво заходит. Мост. Это выезд на мост. Очередной раз проезжая музейный мост, экспонаты, все никак туда попасть я не могу. Все торопимся куда-то, едем, непонятно
непонятно. Говорят, там красиво, кстати. Вот там, где мост. Так, ну показываю, как выглядит все это вечером. Подсветка ног. Тут сейчас не видно, конечно, тут не видать. Ручек подсветка, вот что-то виднеется здесь. И вот панель такая синеватым цветом. Музыка, Bluetooth. Подключился очень просто, значит, перевел все на английский язык, табло, соответственно, и музыка на английский переводится. Так что, кто боится японской музыки всяких, тут кракозябр, все хорошо. Вот так вот все выглядит. Так, а вот так снимает, то есть не снимает, показываю, как светят фары ночью. Как будто дальний свет горит, но это ледовские горят. Если я включу дальний свет, то вообще все ослепнут. Я вот так вот еду, и мне частенько люди включают дальний. Но я что сделаю? Так вот все смотрится. Подсветку не видно, да? Что-то там везут такое большое, прям. Неужели наши якуты, товарищи? Хайс, и там еще, наверное, 2 хайса сверху загружено. Но это не точно. Сейчас видео. Это не Хайс, это едет из Стана. Это значит Бурятия. Из Стана значит Бурятия. Наши любят Хайсы. Ничего себе. Они там. Только номер какой там. 03. Да, Бурятия. Громоздкое что-то везут. Не знаю, видно, не видно. Но машина там бедная, вон колесо косое, кривое, но едет все-таки. Это из Стана. Остановился у Коляна. Во сколько я подъехал? В 11 часов. Ну, сейчас поем и поеду. Заправлюсь. Дальше там часика 2 поеду. Кого там? Как говорится, судьбу не обманешь. Что я прилег. И все. Сейчас позавтракаю. И снова в путь. Сегодня планы доехать до Нерюнгри у меня. А уже все разъехались. Тут было много машин. Кто-то он 200-ку гонит. Праворульную тоже. Это год какой? 17-й, верно. 18-й. Точно не скажу. Honda Fit. Чуть не он лед. Все замерзло. Изморозь уже пошла. Такие дела, морсы всякие. Еще в дороге пользуюсь вот такими каплями. Японские. Упаковка вот так выглядит. Вообще закапываешь их в глаза перед каждой поездкой. И бодрячком. Кто хочет, попробуйте. Я, в принципе, тоже года 2 только начал, или 3 использовать. Так, ребята говорили, хорошие капли, я все не верил. Вот и Амурская область. Время на час назад. Можно отмотать сразу. У меня появилась небольшая фора, так сказать. Амурская
Тульская область. Заправка в Теплоозерске стоит, кофе наливается, машины заправляются, цементный завод работает. Это, кто не знает, Теплоозерск, это Ландако рядом. Дядя Сережа тоже просто так не стоит. Дядя Сережа пьет кофе. За всех, за вас. Роснефть. Что-то сегодня мало там народу. Природа, конечно, красота. Но уже не такая зеленая. Все-таки конец сентября уже. Сейчас передо мной ехал микроавтобус Рено. Видимо, засмотрелся в телефон. Как раз отбойники шли. Ну, отбойники вдоль дороги. И он, смотрю, поворачивает, приближается потихоньку к отбойнику. Думал, может, хочет остановиться. А он на скорости это 120. И как поехал, и как боком об отбойник. Фонарь отлетел у него. Ну, слава богу, ничего не случилось. Потом он остановился метров через 300. Видимо, пошел смотреть. Я так думаю, что в телефончике сидел, что-то хотел посмотреть. Поэтому аккуратнее, товарищи, в телефончике. В городе. Когда товарищи ездят, постоянно происходят какие-то дела, ДТП и тому подобное. Все в телефончиках сидят. А-та-та. Будьте внимательны на трассе. Трасса ошибок не прощает. Сейчас подъеду, пара фотографий для памяти, так сказать. Извечные охранники охраняют Стеллу от нехороших товарищей. Мы-то хорошие товарищи, поэтому нас не надо, на нас лаять не надо. Сейчас вот тут останавливаюсь мотоциклисты, хотел подойти узнать, ехали раньше, чем я хотел. Еще раз напомню, что сейчас конец сентября, показываю живьем миллиарды мух. Я еще фары оттер в туманке, лобовое стекло на свежую это нормально оттирается. Вот сейчас поеду дальше, надеюсь, сегодня я до заказчика, отдам ему машину и завтра на паровозе домой. Ну что, здравствуй, поворот к нам на север. А иногда хочется так проехать прямо. Но ты понимаешь, что тебя ждет работа. И машину-то чужая, надо ее отдать. Вот эта развилка наша. Прямо это у нас Чита, Иркутск, Красноярск и так далее. А направо наша Тында, Неринг, Якутск, Алдан.
Те, кто заезжает в Якутию, то они всегда заезжают через этот въезд, потому что он один. Больше здесь дорог нет. Есть еще заезд через Ленск, но там это другая история. Вот так вот это все выглядит. Вот она развилка Неверская. Тут что-то копают. Добрый вечер, Тында. Что-то то ли леса горят, то ли котельные топятся, непонятно. Все в дыму. Что-то какая-то очередь. Поворот. Так, ну что могу сказать по поводу машины. В принципе, мне машина понравилась, необычно. Руль очень такой острый, прям на все. Чуть-чуть повернул, и она уже реагирует. Тормоза хорошие. Все окна автоматические. Кстати, резина, хоть она и такая детская вроде бы, но идет хорошо. И по гравию она идет, и по асфальту. Соответственно, нужно на больших кочках притормаживать, как и на всех колесах, как говорится. Мой вердикт: надо брать. Все-таки машина заказная, но я бы, в принципе, если бы у меня были денежки, я бы себе купил. Но именно Z-комплектация, чтобы была кожа, рожа, как говорится. Сейчас я машину сдам клиенту. В принципе, с фирмой Левкар мы отработали хорошо. Я за это денежку ничего не получаю, ни за рекламу, ничего. Также я лицо подотчетное. И мне не хотелось бы ударить в грязь лицом перед заказчиком, потому что я также несу ответственность. Машина стоит 1 880 000 плюс расходы и тому подобное. Вот. Отработали с фирмой четко. Машина пришла за 40 дней. Вообще без всяких лишних вопросов. Машину купили, инвойс оплатили в Японию. Потом машина пришла в Россию, оплатили на таможенный счет. Все четко, без всяких подводных камней, я вам скажу, товарищи. Хотите, не берите в этой фирме, берите в своих фирмах, которые вы знаете. Вот. Я лично отработал, взял на себя такую ответственность. Вот. Как-то так. Все, всем пока. Встретимся в следующих видео.